Привет! Сегодня 22 июня. Над речкой туман. Парит она, вон вся. Лошадки пасутся. Вот. Да. Сейчас в палатке температуру посмотрел. 10. Теплая палатка, на улице не знаю сколько. Но заморозков нет, это хорошо. По прогнозу было 6, 7. О, холодно. Время, не помню сколько, 4, наверное, где-то сейчас. 4 часа. О, солнышко уже взошло. Да, холодновато. И в палатке холодновато. Да. Ладно, пойду посплю еще маленько. Привет. Сегодня у нас 22 июня. Вот наконец-то оно нормальное, теплое. Время, что-то не помню сколько, да и не важно. 7 доходит, без 5 7. Вот теперь тепло, красота. Вот тот же самый пейзаж. Не в 4 утра. Ну, вел перегнал сюда. Так, готовлю завтрак. Да проснулся вот минут 15 назад, еще не умылся даже. Да, ну конденсат есть немножко в палатке. Есть немножко конденсата. Ну, ночью-то было в 4 утра, его много. Так, что у нас сегодня? Опять рис, ничего не меняю. Рис, колбаску, помидорка. Все так и будет. Рис, колбаса, помидоры. Так и будем кушать. Так, что здесь у меня? Ага. Пламя огромное. Все. Так, рис варится. Ну и кофеек, да, попью. Сейчас палаточку соберу, да поем и поедем. В 8 хотелось бы выехать. 8 часов. Да, ну хорошо. Машин ночью практически не было, пару раз просыпался. А так нормально. Утром пришли лошади. Табун пришел сюда. Ну, где-то между 4 и вот 6. Потоптались, полопали тут и ушли опять туда. Ладно, готовим, едим. Первый день прошел нормально. Начался второй. Вот опять они бегут. Утренние лошадки. Да. Ага. Решили обижать меня. Белые. Отличненько. Так, ну а я собрался. Вон остаточки сейчас доберу. Чуть-чуть. Складываюсь. Время 9 доходит. О, запоздалый. Кобылка бежит. Торопится. Ой. Ну, классно здесь.
И это что-то бежит запоздалый. Ржет. Серенький потерялся. Ну, ищет свое стадо. Свой табун. Ну, в 9:15 выехал. Вот так у них тут дороги. И вот так они отваливаются. Прям есть участки, вообще много отвалилось. Вот отбойник. Ну и там, понятно, спуск. Видно, подмывает или осыпается. Короче, опасно. Вчера еду со спуска. А там прям, ну, не знаю, трещина сантиметров 30, наверное, 20-30. Такое отвалилось. И прям на проезжей части. Ну, так где-то в метре. Ладно, местные тут знают. А вот так вот, кто приезжий. И у меня скорость небольшая. А так на машине ты влетишь в эту. Короче, да, есть такие опасненькие участки. Ну, а природа прекрасна. Красотища. И тут, и там, вон, кругом. Да, и жарковато. Погодка наладилась, наверное. Так, ближайший у меня Чурапча. Едем до Чурапча. А там будет видно, сколько еще проехать. Вперед! Второй день. Второй день, 102 километр. Отлично. Все совпадает. Едем. Так, Магадан, Чап, Пара, Толон налево. Ну, а тут также он все болотце. Справа речка течет. А мы куда-то подъезжаем. Вон еще один указатель. Ну вот, до Магадана 1869, поэтому. Да, километражи у них меняются. Бахсы 32 километра в ту сторону. Чуапары. И дальше. Ну там, да, вон грунтовочка. Лес. Че ты орешь? Чайки орут. Ага. Ну, пейзажи такие все. Хорошо ехать. Памятник. Ну, сегодня по-русски. (42-й, 44-й год что-то. Непонятно. Наверное, магазин. 24 часа работает. Что, водичку зайти купить? Сладенькой. Да ладно, поедем дальше. Будет еще, наверное, что-то. Ну, а здесь красотища. Все зелено. А юги? Да, выдвигаемся. О, ветерок, классно с горочка. Стоит такой истукан. Или кто это? Из дерева вырезана вон голова. Ага. Ну да, ближе никак. И за ним вон какая-то
пирамидка. Что такое? Непонятно. Вот такой заход в воду. С перильцами. Все, воды многовато только, похоже, сейчас. Ну, а я подъезжаю, вон, Чурапчи. Стояночка. Место для перекуса. Небольшого ремонта вон там. Что-то есть. Сейчас доедем. Вон надпись Чурапчи. И тут кольцо какое-то. Пойдем подъедем, посмотрим, что тут у них. Тут ремонтируется. Так, беседочка. Чурапчи. Чи. Перерывчик небольшой. Хорошо. Так, проехал я 17. 17 проехал. Перерыв. Вот здесь. Да, вот так. Ну, пошли, глянем. Так. Это огромная куча песка. Ага. Чайки прям в руки летят. О, солнечная панель. Так, а здесь Мене Хангалас. Что такое, непонятно, но это все похоже еще и светится. Отлично. Так. Спущусь. Посмотрю муниципальное образование. Чурапчинский Улус. Ага. То есть район. Районы Улусы. Оп. Чайки. Жирные. Сибирские. Якутские чайки. Ну и что мы имеем? Гербы. Ага, уже выцвели многие. В 1930 году образован Улус. Площадь 26 тысяч километров. Плотность населения 1,6 человека на квадратный километр. Крупное поселение Чурапча. Сельские поселения большие, средние, малые 17. Численность 21 тысяча человек на 17 год. Так. Ага, вот мы где. Так. Ну ладно. Ну вот и все. 3 кувшина. Куча ленточек. Ладно. Можно ехать дальше. Чурапчи. Ну а с этой стороны вот так вот стоит какой-то столб, а вон на горе, на пригорке, тоже какие-то пирамидки, домики. Вот так у них тут. Да, вот прям сразу Чурапчинский Улус начинается. Ну, машины едут, сигналят вот этому месту, где это кольцо стоит. А мы едем прямо. Выехали из Мегина Тангаласского Улуса. Маралай-И 25, Чурапча 55, Магадан 1855. Все ясно. Вот тут за деревьями водоем, может река. Прям широкая, большая вода. Ну да, так,
В лесок въезжаешь, слепни появляются. Мошка какая-то, мухи, не мошка. В общем, вон. Не дают спокойно ехать. Начинают беспокоить. Ну а пейзажи не меняются. То лес, то вот озерца такие, то опять тайга. Еще кончится. Потом, Сколько еще? ну, метр 33, 5, потом кончается. Ага. Отсюда вот такой камень. Ну ясно там. Блин. Ладно. Ой, Кадр или как? Кадр или не понял? кадр уже. Да. Сейчас хочу туда. Потом Ну там дальше. обратно. Нет, дальше. Если дальше, Ага. Магадан. Да. О, Да. Ну если получится все. Фу. Да. это куда? А? Быстрее. Да, до Бестяха доехал. Оттуда. Ну, поездом. Потом. А потом вот второй день сегодня. Ковыляю потихоньку. Так, это что, асфальтовый завод, да? А вот это завод. О, зашел в гости к сторожу этого завода. Ну, вот так вот. Холодильничек есть, телевизор есть. Вентилятор, кухня. Все дела. Рукомойник. Туалет на улице. Ну и нары. Вот тут палати целые прям. Печка. Все дела. Вот. Жбан с водой. Газ есть? А, ну все, и газ есть. Вообще красота. Все, живи не хочу. Все, что хочешь тут. Вот. Ага, благодарю, еще бутылочку. Ну все, тут вариантов нет. Раз вода горячая, значит будем пить чай. Будем пить чай немножко. О, да. Короче, красота. Так, вода есть. Чайку сейчас сделаем. Прекрасно. Все, благодарю. Ага. А то что-то без воды прям закончилось. Так. Водичка есть. Что у вас тут? Зверё какое есть рядом? Приходит кто-нибудь? Медведи? Лоси? А, старый медведь есть, но иногда ходит. Приходит иногда? Ну, ничего не трогает. Старый. Не понял еще раз. Старый. Старый медведь? Ага. Иногда ходит. Тут в сторону. И все, никого не трогает. Местный. Хозяева, да? Ага. Заварки. Можно? Можно, не? О, благодарю. Что мы сегодня пьем? Азерчай. А вы? А, нет, Нет? не пью. Для гостей? Азерчай так азерчай. Ой. Да, можно тебе. Можно ложечку? Блин. О. Так. А сахарок? Сахар? Да. Сахар дал. Благодарен буду за сахар. Всего, спасибо. Ой. Так. Чаек, сахарок. Так, ложечку. Значит, медведи ходят мимо. Не ходит. А лоси есть? Попадаются? Нет? Да? Сахатых нет, но лосей тут кто-нибудь. Кабаны, лоси, волки. Не. Нет? Медведь только.
19. Ой-ой-ой, не-не-не, спасибо. Я Ну, молоко да. не пью. Старый. Старик. Никого не трогает. А, иди. Хозяин. Да, блин. Там есть. Дальше? Дальше это дорога Хандага. Вот, мне говорили, там что-то говорит, у Хандаги их прям полно, что-то их прям Ну, развелось. Там есть. Вообще обнаглели, говорят. Ходит куда попало. Ну, там Вот. этот пожар был. А, и они все туда сбежали, да? Ну, туда и бежал. Да. Ну ладно, Вот такой день. чаек. Надо уже показывать, да? О. Ну, иногда показывает. Иногда снимается. Ну вот. Ну, тепло, хорошо. Нормально. Вот. У меня Ну, Тимофей, он говорит, морозы в этом году, говорит, слабые были. Всего лишь 50 где-то. Я говорю, хорошо, он говорит, нет, говорит, должно быть 55. Тогда у них нормально тут. Ой. 33, 35, 38, 40, там все, больше ничего. Это мало. Надо должен быть 50, 55. Ну, Январь, февраль, март. Ну, где-то так. Ну, зато сейчас ветер много, ветер. ветер, да. Зимой, наверное, сейчас нормально. Прям сейчас еду хорошо. Он дует чуть-чуть. Отлично. Вот. Ну, пьем прекрасный чай. Отдыхаем. Вот. Тимофей говорит, еще 2 месяца здесь, и все, говорит. И на другую работу. А что на пенсии делать? Поработал здесь, отдохнул. Сейчас хорошо. Нормально. Зимой, говорит, холодно здесь. Вообще, говорит, каждый час приходится топить. Вот. Ну, а сегодня вон термометр на улице. 20 градусов. 20-очка. А если он работает? Работает термометр? Да, работа, ну, что-то он маленько неправильно идет. Ну, погрешность есть там, плюс-минус. С вашими температурами там 2 градуса погода не влияет. Да. Не делают, ну. Так. Ясно. А чё собак нет? Не хочу. Не хочешь? Не, А то медведи сожрут их. не. Нет, не сожру? Я здесь все знаю. Поэтому я не хочу. Не надо никого, да? Ясно. Фу, ну вот я и передохнул. Хорошо. Так. Сейчас опасно, да. Что говорят? А? Кто там проезжает, что говорят? Не, там есть медведь, волки говорят. Так, если это так опасно будет. Ну, дорога половина, дорога. Сейчас садись в КамАЗе, и половина там Хандага. Иди. А потом что? Нормально? Да нормально. И Хандага тогда доедешь Хандага, потом велосипедом иди в Магадан. Там видно будет, если что, там опять машину поймаешь. Угу, понятно. Ну все, спасибо за чай, за приют, за воду, за гостеприимство. Благодарю, Тимофей. Ну все, Тимофей вон остался. Дальше. А я в поход. Вот Тимофей говорит, был пожар недавно там у них в лесах, горело. За Итукюэлем где-то. Вот и медведи, говорит, все прибежали. Сейчас там они ходят, их много, все столпились, шныряют туда-сюда. Говорит, поймай попутку, проедь полпути до Хандаги. А потом дальше опять своим ходом. То, говорит, прям их там много. Шастают. Опасно. Ну вот.
Такие новости. Ну а мы едем, скоро будет Чурапча. Ну никак скоро. Не скоро еще. Но будет, должна быть. Ну, посидели, чайку попили, хорошо. Ну как попили? Я попил, он посидел. Нормально, поговорили. Фух, хорошо. Ладно, двигаемся. Вперед. Ну вот, временами такие участочки стали появляться. Ну а пишут, что до Чурапчи 38. Маралай-И 8. Ну как-то так вот. Магадан 1839. Ну да, вот уже не первый такой участочек. Ну а после Чурапчи, говорят, она вся будет такая. Едем пока. Асфальт, красота. Вон, лошадки на водопой пришли. Попили и дальше пошли, кто захотел. Мугудай. Сейчас будет. Ну, тут болото какое-то. Пограничный стол. Один стоит. Верстовой какой-то. Интересно. Подъехали. Маралай-И. Вот они. Ну, опять коняшки. Тут коровки с коняшками. О, лошади едят сочную травку. Прям в воде. Ну, какая-то у них тут спартакиада или что он. Та-та-та. 20-25. Вон футбольное поле. Ворота есть. Покрышки вкопаны тоже. Для зрителей похоже. Ну вот одна из первых речек. Кохара. Ну опять же лошадки. А это озерцо, я так понимаю. Угу. Лошадки. Да. Да, солнышко в спину. А мы подъехали к очередному Чурапча 17, Этекюль 93, Магадан 1817. Так, Этекюль 93, Чурапча 17. Это после нее сколько будет? Ну пусть 20 уберем, останется 73 Этекюля. 73. Ну, может быть, да. Сегодня за Чурапчей заночевать.
А завтра в Этекюле или за, или в нем, или перед ним. А там медведи. Ну давай сегодня бы доехать. Что-то 60 тут проехал. Сейчас будет 60 километров. Ну так, тяжелее. Сидеть тяжеловато, да, с непривычки. Седло такое. Не Брукс. Ну, ехать можно. Понемножку. Вот так вот едешь, едешь, хоп. И красота. Отлично. Ну и опять вот дорога. Но так и катимся потихоньку. Ширковато, да. О, у них на указателях кто что пишет. Магадан 1838. Диринг. Это все направо, 3 деревни. 20, 31, 37. Ну а Магадан прямо. Ну 1838 теперь. Хорошо. Так. На 174 километре начинается Чурапча, я так думаю. У них тут на каждом, перед каждым поселением, не знаю, как называется, но своеобразная постройка. Вот здесь вон какая-то башня. Сейчас увидим. Ну а тут вот видок-то вот еще. Ой, красота. Ну и вот, дойдем, зайдем. Вот такой вот тут мостик. Деревяшечки. Чурапчи. Вот. Башенка какая-то. Тут что-то должно было быть. Его нет. Родному селу от юбилейного выпуска Чурапчинской средней школы 85-го года. Вот. Беседка, столик. Прикольно. Ну да. Вот так. Так, а здесь была клумба. Внутри каких-то. Непонятно, что это. И это непонятно, что. Ну, тогда он миленько пришел, посидел. Ну, тоже без надписей, без рисунков. Следующий выпуск пусть обновит. Да. Виды хороши. Ну, въехал в Чурапчу, вот. Он въезд. А вот тут сразу магазинчик. Далбар маркет. Сейчас зайду в него. Посмотрю, что. О. Да, потрясывает. Ох, что-то я. Так, сколько? 77 километров. Нормально. Оп. 77. Ну, пойдем смотреть. В Чурапче. Такой вот памятничек. Не знаю, по-русски ничего не написано.
Вот. Заехал в магазин. Купил поесть, попить. Мороженку съел. С мужчиной поговорил про дорогу. Рассказал. Ну, будет время, расскажу. Пока сейчас надо ехать, искать ночевку. Место для ночевки. Ставиться и готовить ужин. Поход. Проехал Чурапчу, ну вот выезжаю с нее. А здесь вот такой у них прям стадион огромный. Вон. С лошадками. Тут он все связано, я так понимаю. Все прям. Все с лошадками. Проводились, видно, какие-то игры тут у них. Якутские. Республиканские, мне так кажется. Потому что тут еду, и там плакат у них есть. Чурапчинский институт физической культуры и спорта. У них здесь, в Чурапче. Ну, прямо здоровое такое помещение. Ну, похоже, здесь все. У них должно быть и скачки, и стрельба из лука, и на конях стрельба из лука. И ловят оленей, наверное. Не знаю, что у них тут за виды. Ну вот, памятник. Ну, не знаю, что написано. Ун. Аллах. Там как-то, не знаю, не вижу отсюда. Да, здоровая. Что-то вот там трибуны. Трибун-то много. Грандиозное строение. Ну ладно. Чурапча. Поехали дальше. Вот она, Чурапча. Закончилась. Стадиончик и дорога. Ну теперь жду, когда дорога закончится. Асфальтированная. Блин. Выпала камера. Но он на стеклышке, да, тут, блин, остались шероховатости. Нечего было на ходу вытаскивать. Вид с другой стороны стадиона. Это тут трибуны. Но вот оттуда я снимал. Огромный. Все, добрался до места стоянки, где планировал на озере за Чурапчей. О, там встал, подъехал туда. Спуска к озеру нет, но крутой берег. То есть там толком так и не помыться. И комарья прям куча налетела сразу. Я бы ходил, посмотрел тут, там, все. Развернулся, сел на вел и поехал дальше. А перед этим были, не знаю, Харали, Харабали. Как-то первый поселок. Что-то не стал там останавливаться. Потом вот второй. Доехал, короче, до второго. На том берегу озера. И все, здесь нормальное местечко. Комаров мало. Прям хорошо. Палатку он поставил. Делал сейчас. Потихонечку разбираю. Что-то я подустал. Подустал. А потому что я сегодня проехал. А те же самые 96. 96 600. Как и вчера. Ничего не меняется. Вот. Отдыхаю маленько, хожу. Пока закупался в Чурапче. Покупал продукты, воду. Кстати, воды нет и не будет до Этекюэля. Ни ручьев, ни рек. Ну, одна вот течет река. Все, ручьев нет, колодцев нет. В деревнях спрашиваю, что у вас? Он говорит, у нас не знаю, нету воды. Я не знаю, где они ее берут. Ну, короче, налить никто не хочет. Вот. Ну, в магазине пришлось вот купить водички маленько. Ну и сладкое взял. В этих лужах, кругом лужи, ну, я не знаю, там везде лошади, коровы. Кругом. Все изгажено, исхожено. Что-то я такую воду не сторонник попивать. Вот, тише гладь.
Ну, короче, как чурапчик. А, ну и там мужичок такой. Сейчас расскажу. О. Жажда. Там парнишка, он с сыном спрашивает, откуда, что, куда. Ну, я начал говорить, и он такой, о, давайте я там расскажу, подскажу. Что, где, ну, до Хандаги. И там, что за Хандагой, куда. Ну, вот так поговорили. Он говорит, не, воды тут нет, только вот, говорит, после на пароме переправишься. И там пойдут горы. Все, и там будут у тебя и ручьи, и реки, говорит, все чисто, и пей. Вот. Ну, говорит, с медведями, смотри, их там полно. Вот. Что есть, ну все прям молодцы, интересуются с кем. Что у тебя с собой? А что у меня с собой? Сигнал охотника. Ну вот взял шумовых гранат. Все, и свисток. Что у меня? Хватит. Вот. Ну сегодня этот сторож-то на базе, на асфальтовом заводе. Он говорит, тут медведь ходит один, говорит, ну он старый хозяин, ему что не надо, ни на кого не нападает. Он тут на ту сторону перейдет через дорогу, на эту. Такой, он говорит, старый хозяин. Вот, да, ручьев нет. Ну и, короче, поехал, и трасса кончилась, нормальная. И даже не хотел это, не вытаскивать с камеру, снимать. Все время трясет. Но она сухая, представляю, что здесь в дождь парится. Грязюк какая. Вот. Ну, кочки, трясет потихонечку. 6, 7, 8 даже временами. Ну, там найдешь место хорошее, там и 10 километров едешь. Ну, короче, машина проходит пылища. Ну, вон она до сих пор стоит около дороги. Если видно. Вон она. Оседает очень долго. Вот, все в пыли. Весь в пыли. Хотел помыться, но что-то не знаю. К озеру спускаться. Не знаю, я еще не посмотрю. Короче, я устал. Все, ставлю палатку и начинаю готовить ужин. Ну, вот такая пылища по дороге. Да, и не оседает долго. Ну что, берега крутые, они насыпаются. Обрывистые. Поэтому ладно. Без помывки, без стирки. Ну, страшно подходить вон. Оборвется все это. Осыпется. Уйдешь в воду, заодно искупаешься, да. Ладно. Сейчас. Вон идет машинка. Ладно, я отошел немножко тут за леском. Пыль не доходит до сюда. Ну, может, совсем чуть-чуть. Да. А, еду дальше. Полиция останавливает. Мы поинтересовались, узнали, что, как, куда. Что у меня с собой. От медведя, от воды, от еды. Из еды, из воды, что. Вот. Что там на ночь. Фонарики. Ну, короче, все. Вот. Тоже. Говорит, давай, аккуратно. Колыма, говорит. Я говорю, ладно. Будем аккуратно. Да. Ну все, говорит, доедь вот до этой, до второй. Вот иной доехал до второй, ага. Здесь действительно получше. Намного. Так, ну ладненько, пришел. Фух. Все, вроде отдохнул немножко. Можно, ой, и готовить. Приступаю к ужину. Сегодня на ужин рис с колбасой, какао. Ну, чай 3 в одном. 2 пакетика засыпал. Все. И вода в неограниченном количестве. Пока она есть. Да, с водой тяжко. Ну, пришлось 1 бутылку потратить. Нет, там сколько, литр, наверное. Так, сполоснулся. Чуть-чуть от этой пылищи. Вот. Сейчас еще голову надо помыть. Или не надо. Посмотрю. Ну, вот так вот я тут и обитаю. Фонарик. Тут всякая мелочь. Полотенчик быстро сохнущий. Все. Салфетки, зубочистки. Карта, блокнотик. О, да, сегодня у меня 2 бутылки воды. Прям богатство.
Ой, ну все, в термуху переоделся. В термобелье сейчас поем. Все, и там порядок наведу на улице. И спать. Да. Чё? Колбаса с рисом? Поехали.